Маждалса Хамсернокласи. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как ты так» у Лейлы. Моя кухня готова к труду и обороне, как говорится. Так, ну что, вчера был у меня тяжелый рабочий день, немножко вам расскажу, снимать не получалось. Ибрашка, правда, снял мне кое-что, но он снял только на Инстаграм, как бы, да. Шортс я выпустила, мой заказ большой, который был выполнен. После этого заказа, друзья, у меня столько было грязной посуды, это какая-то часть только что осталась, остальное все расставлено. Утром мы поели. Так, и у меня есть сразу же вопрос, на что вы готовите на уразу и на сухур был задан у меня. Утром у нас сегодня на сухур была, так, небольшой обзор, что у меня, как у меня, может, вам интересно. Вот. Как раз, когда порядок, а то скоро будет снова беспорядок. Так, на сухур у нас сегодня был кукурузный хлеб в молоке и яйцо отварное, ну и разные сладости. Все, больше ничего не было. Мальчики мои любят вот именно кукурузный хлеб в молоке. Я его, конечно, не очень-то люблю, но сегодня поела. Алхамдулилла. И больше не ложилась. Посуда и все это убрано еще вчера. Я прям довольна бываю, когда все после заказа убираю. У нас очень тепло, друзья, хорошо. Так, ну что еще вам рассказать? Больше ничего. Но сегодня почистила печку и, и кухонную стенку свою. Сегодня утром почистила, потому что после сухора я уже не ложилась. У меня небольшой заказ был вчера поступивший один небольшой заказ, ну и поступил еще один заказ. Только что звонила девчонка, говорит: дядь, я тебя не разбудила? Я говорю: конечно, нет, я даже не ложилась. Я говорю, после ифтара, после сухура ифтар. Я уже это самое заговариваться начала. Короче, вот как-то так. Вот так вот я включаю свой планшет. Не могу работать в тишине. Конечно, я много читаю аскаров, пока работаю, что-то делаю, но это все, от этого тоже иногда устаешь. Надо бывает чем-то развеяться. Включаю какой-то фильм. У меня обязательно на кухне должен быть какой-то шум. Что-то должно звучать, поучение какое-то. Иногда Коран слушаю, но когда как. Ну, смотрю фильмы, да, каюсь, фильмы смотрю. Люблю смотреть детективы в последнее время. Музыку давно не слушаю. Раньше, девочки, да, я очень любила слушать музыку, песни, но от этого я уже давно отошла. Вот так вот. Вот, теперь все это уберу, чтобы мне не мешало. У меня, так, скажу, что у меня. Ну, наверное, переверну камеру и потом буду с вами общаться. Вот как-то так показала вам мою кухню на данный момент. Вот так вот она у меня есть. Ну, можно сказать, она больше рабочая. Та кухня, да, у меня спрашивали. Нет, друзья, мои дорогие, очень бы хотелось, конечно, чтобы та кухня была готова, но она еще не готова. Не получается у нас никак. Мои дорогие, только я поставила все, чтобы снять для вас рецепт, если кому-то он понадобится, и у нас отключили электричество. Ну, этот заказ мне пришлось отдать без вас. Печенку я перегрузила на механической мясорубке, благо дело она у меня была. И заказ печеночных тортиков и обычных мясных шарлоток, ну, они у нас, ну, как бы мини-запеканки, я уже отправила. И уже начала перекручивать дальше механической мясорубкой печень, но дали свет, и поэтому мы все-таки с вами сделаем этот заказ вместе, мне кажется. И да, прежде чем приступить к чему-то, я хочу еще раз поздравить всех мусульман с наступившим месяцем Рамадан. И сказать спасибо всех, кто меня поздравляет и в личку, и в комментариях. Так, сказать спасибо Всевышнему за то, что мы дожили этого месяца Рамадан. В принципе, все мусульмане ждут его, и будем в этом месяце молиться, очищаться и просить Всевышнего за всех нас, чтобы у нас было все хорошо. Алхамдулилlah. Так, ну все, я, наверное, опущу камеру, чтобы вам было лучше видно. Снимать без Ибрагима, конечно, бывает немножко сложновато для меня. Во-первых, он не любит, когда камера, ну, перед этим я разговаривала с фронтальной камерой, как бы. Он не любит, когда я так снимаю.
Так, ну когда я разговариваю, мне надо, чтобы хотя бы я знала, что камера нормально установлена и меня видно. Так, друзья, я буду делать все и говорить вам, проговаривать. Значит, я положила... Так, кто-то звонит. Так, значит, у нас килограмм печени. У меня куриная, можно любую. И у меня в Инстаграм был вопрос, можно ли печень баранью. Можно, наверное, конечно. Какая разница? Просто запах баранины мне всем нравится. Так, у меня и варятся еще овощи для овощного тортика. С этим, не с этим. Другой заказ у меня есть овощной тортик. И еще курица по-арабски. Так, минуточку. В заказе у меня курица по-арабски в замороженном виде. Так, побежала за тортикой. Так, ну все. Теперь, значит, килограмм печени. Один вот такой вот лучок. Не все, оказывается, я и подготовила. Я это все буду делать прямо здесь в миксере. Так, теперь, что у нас дальше? 3 яйца. Дальше 250 миллилитров молока. Ну, 200, 250, 300. Не столь важно. Так, чайная ложка, ну такая вот прям без горки, соли. Чайная ложка тоже без горки соды. Чайная ложка без горки черного перца. Так, теперь, наверное, сначала 4 ложки прям вот с хорошей горкой муки. А там посмотрите по консистенции. Так, все. И 3 ложки столовые растительного масла. Все. И теперь это все взбиваем миксером. Миксером, блендером, без разницы. Так, и сейчас перельем наше тесто. Так, поставила я 3 блинницы или, не знаю, сковородки, как их назвать уже сразу, чтобы быстро. Вот. Сейчас, подождите, возьму, наверное, половник. Ну вот. Посмотрим. Немножко сделаю, 1-2 посмотрим. Если покажется, что жидковато, то можно добавить муки. Ну, в принципе, наверное, нормально. Так, тут осталось не прокрученный лучок немножко остался. Ну, ладно. Буду наливать, налью. Найду. Сейчас представлю камеру. Так, вот поставила сразу 3 сковородки. И теперь будем наливать. Друзья, но мне сегодня никак не повезло. Телефон сейчас без зарядки, электричества же не было. Ну вот, хоть немножко сниму для вас и подзаряжу телефон. А к концу подключимся снова, наверное. Так, видно, что я делаю? Видно. Вот. Так, наверное, сразу же отвечу, что будут спрашивать, наверное, про эти сковородки, мне кажется. Девочки, именно вот эти 3 я купила на Валберес. У меня есть, но они уже старенькие, чуть-чуть поменьше в диаметре они у меня, эти побольше. Для меня, конечно, лучше было бы, которые поменьше в диаметре, потому что в упаковку, которую я их упаковываю,
спокойно входит 7 штук. А вот эти вот, они туда с трудом только помещаются. Так, нет, тут огонь поменьше, поэтому еще не готовы. Так, ну что, печеночные оладушки уже готовы. У меня заказ, ну, небольшой заказ, 5 штук только. Остальные пусть будут. Может, завтра будет заказ. Собирать все не буду. Соберу эти 5 и, наверное, нам тоже штук 5 для мальчиков. Так, мне нельзя. Я очень люблю, конечно, но мне, к сожалению, нельзя. Вот так отдельно я, может, еще и поем со сметанкой. Но без майонеза и без чеснока. Так, смотрите, смазывать мы их будем чеснок и майонез вместе. Ну вот тут вот я не смогу вам сказать, сколько чего. Это по вашему предпочтению. Кто любит там поострее, чтобы чеснока было больше. Кто любит поменьше. Вот на эту пиалочку у меня тут, наверное, 4-5 таких небольших и не маленьких зубчика чеснока. Это у меня творожный сыр. Будем делать украшения. Так. Сегодня немного поработала, честно если сказать, со съемками, с отправками. Очень много времени ушло. Так, собираю я их по 3 штучки. Вот так вот. Так, ну что, друзья, теперь сверху лучше смазать майонезом. Ну, обычно я иногда и творожным сыром, но сейчас смажу майонезом. Это мы сделаем уже, вернее, я сделаю попозже. Соберу попозже или даже, может быть, сегодня не буду собирать. Если вдруг завтра будет заказ, то завтра соберу. Поставлю в холодильник. Ну, а если что, просто потом заморожу. Если завтра не будет заказа, то уже завтра заморожу. И они хорошо переносят заморозку. Так. Надо быстрее отправить, потому что уже время подошло. Так, на ифтар я уже говорила, не говорила, не помню. На ифтар у нас сегодня, скорее всего, нет, потому что то отключаюсь, то подключаюсь. Уже 4 пары перчаток выкинула, потому что то позвонили, то пришли, то только что приходила, кур приносила женщина на жарку. Но у нее уже они все замаринованные, все сделано. Просто нужно зажарить, пожарить в духовке. Так, все. Теперь, что мы делаем теперь? Вот так вот. Зелень в магазине дорогая, друзья. Конечно, вообще подорожало все. Вот каждый раз это, каждый раз, как только начинается месяц Рамадан, у нас все дорожает. Буквально все. Наверное, в этот месяц зарабатывают то, что зарабатывают в течение года. Не могут заработать в течение года, зарабатывают за этот месяц. Потому что бывает так. Надо было, конечно, ну, кто-то скажет, что надо было сначала это сделать. Нет, потом уже как-то вот, я даже не знаю, вот я сейчас не буду украшать зеленью сверху, потому что у меня ее нету. Привез один пучочек маленький, оказался он. Если бы я сначала зеленью, а потом намазала, это все было бы испачкано зеленью. А так, ничего страшного. Мы сейчас сюда сделаем оформление. Так, в основном
Все вот так вот. Так, теперь это уберем. Дальше. Дальше будем украшать. Так. Это у меня творожный сыр. Попробуем отсадить цветочек. Сыр еще холодный, я не сообразила чуть раньше его вытащить из холодильника. Поэтому ну, в принципе, для дома и не надо. Нет, пока не возьму. Уже столько перчаток испачкала. Ну все, это для нас, ничего страшного. Так. Это отставим. Теперь. Будем дальше украшать. Так, можно украшать гранатом, но у меня его, к сожалению, нет. У меня есть вот такие вот кондитерские розочки. Просто для украшения сделаем вот такие вот розочки. Для себя я не буду их делать. А вот покупателям для красоты сделаю. Вот так вот. Так, украшать можно, в принципе, хоть чем угодно. Ну, немножко положу. Это фисташки, лепесточки фисташек. Они сочетаются с печенью. Все, теперь запакуем. Так, ну вот, это для нас. Переложила в тарелочку. Сейчас поставила разогревать вчерашний соус. Это уже на отправку. И сейчас быстренько еще запеку. У меня курица по-арабски. Вызвала такси, не знаю, когда будет. Короче, когда я для заказов делала заморозку, такие мелкие оставила для себя. И вот теперь в духовку. Минут на 10-15, пока расплавится сыр. А так, в принципе, они готовы. Ну, вот такие вот некондиционные, как бы, да, у нас.
Сейчас быстренько занесу компот. У меня мальчики любят обязательно, чтобы был компот. В этом году клубничный только сделала, но, правда, делала очень много. Пока хватило. Ну, наверное, этот месяц мы продержимся на наших компотах, но уже больше не хватит. Надо было побольше, конечно, сделать. Я в этом году вообще, девочки, не успевала ничего. Ни солить, ни компоты делать, ни варенье сделать. Сделала клубничный компот и клубничное варенье. Больше ничего не делала. Посолила немножко огурцы и немного помидор. Все. Вот как-то так. Ну все, наверное, друзья, я этот ролик на этом закончу, потому что уже времени нет. Всех благ вам, мира и благоденствия. Наш Тахович.